Армения. В Ереване на военном кладбище преданы земле 3 военнослужащих армянских ВВС, погибших 2 недели назад при крушении вертолета. Вертолет был сбит азербайджанскими силами в непризнанной азербайджанской части территории Нагорного Карабаха. На похоронах присутствовали министр обороны Армении и лидер армянского Карабаха Бако Саакян. Во время войны начала 90-х годов поддерживаемые Арменией сепаратисты взяли власть в Нагорном Карабахе, находившемся на территории Азербайджана и заселенном в основном армянами. В результате погибли около 30 тысяч человек. В Афганистане государственные обвинители заморозили активы банка «Кабул». По заявлению главной прокуратуры, доказательства отмывания денег и мошенничества в банке «Кабул» направлены в Верховный суд. Замораживание активов произошло через 2 недели после того, как 2 видных акционера банка «Кабул» были приговорены к 10 и 15 годам тюремного заключения за мошенничество и коррупцию. В столице Пакистана, Исламабаде, защитники прав женщин отметили Международный день борьбы за прекращение насилия. Ораторы призвали правительство Пакистана покончить с принудительными браками и помочь остановить насилие в семье в отношении женщин. Согласно исследованию, проведенному Human Rights Watch в 2009 году, около 3/4 всех пакистанских женщин подвергались насилию. Протестующие против насилия в семье объединили свои силы также и в Молдове, организовав 16 дней активных протестных действий против насилия по признаку пола. Участники раздают на улицах Кишинева оранжевые шарфы и информацию о сути своих акций. Молдавские активисты выдвинули лозунг «Прожить жизнь без насилия» и содействовать общественной осведомленности о проблемах личных отношений в семейной жизни. Митинги протестующих против насилия в отношении женщин были проведены в Тбилиси и более чем 20 городах Грузии. Участники отметили, что насилие в семье является серьезной проблемой страны и требует внимания. Представители разных политических партий и организаций, принявших участие в митингах, будут, по словам организаторов, регулярно проводить демонстрации, привлекая внимание к этому вопросу. В Белграде группа активистов, занявшая в центре города здание исторического кинотеатра, вновь открыла его для показов. Театр «Звезда», в котором в 1929 году прошел первый звуковой фильм в Белграде, оказался в числе 14 старых залов, закрытых в сербской столице с 2007 года. Активисты проникли в театр «Звезда» 21 ноября и привели его в порядок для открытия.